Дорогие слушатели и зрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня» и ее ведущая Юлия Касьянова, врач-психиатр, психотерапевт. Сегодня мы будем говорить о том, какое значение оказывает спорт на жизнь человека. И я рада представить вашему вниманию нашего гостя Виктория Алексеевна Макарова, врач-терапевт высшей категории, врач по лечебной физкультуре. Здравствуйте, Виктория Алексеевна. Здравствуйте, Юлия. Спасибо большое, что пригласили. Сегодня, тема у нас про спорт и здоровье, поэтому, наверное, мы будем много разговаривать по этой теме. Почему именно вот эту тему я попросила развернуть более детально в эфире, потому что сейчас многие придерживаются здорового образа жизни, многие занимаются разными видами спорта, но есть свои нюансы, чтобы не повредить, не навредить своему здоровью, при этом укрепить спортом свой организм. И очень большое внимание нужно уделять именно детям, которые будут заниматься спортом. Поэтому сегодня попробуем, более подробно об этом поговорить. Хочу еще раз обратить внимание, что тема сегодняшней нашей программы, нашего эфира – это спорт и здоровье. Виктория Алексеевна, подскажите, пожалуйста, расскажите о том, как правильно начать заниматься спортом, потому что очень часто бывает так, что человек физически не подготовлен, может быть, у него страдает соматическое здоровье, он может иметь какие-то хронические заболевания и решает, что вот я должен начать заниматься спортом, я должен придерживаться здорового образа жизни. Идут на различные секции, кружки, что касается детей. Если взрослые, то это фитнес-залы. И делают своему здоровью только хуже. Вот с чего начать? Очень хороший вопрос, потому что, увы, с этим сталкиваются все. И те, которые приняли решение заниматься спортом, это очень-очень хорошо. Но перед тем, как заниматься спортом, нужно вначале пройти хотя бы минимальное обследование, чтобы этот спорт принес здоровью больше пользы, чем вреда. Поэтому самое первое, что нужно сделать, это банально сдать анализы. Клинические анализы крови сдать обязательно на железо, потому что при занятиях спорта очень много тратится именно железа в нашем организме для восстановления мышечной ткани, для работы во время тренировочного процесса. Поэтому нужно обязательно начинать с анализов, с кардиограммы и, конечно, консультацию врача. К какому врачу человеку обращаться в первую очередь? В первую очередь терапевту для начала. А потом терапевт, если выявит по анализам какие-то патологии, соответственно, дальше направит более детальное обследование, консультацию к узким специалистам. Вот вы сейчас сказали про тему железа, Как человек может заподозрить, что у него дефицит железа? Заподозрить можно очень просто. Для того, чтобы заподозрить у себя дефицит железа, нужно обратить на себя внимание. Нужно вначале посмотреть себя визуально, кожные покровы. Кожные покровы нужно оценивать особенно при дневном свете, не как под лампой, Если есть бледность кожных покровов, это всегда говорит о том, что дефицит железа, анемии какие-нибудь. Можно посмотреть на ногти. Хрупкость ногтей, ногти слоятся, они не растут, они бывают ребристые. Это все признаки дефицита железа. Также можно сделать есть простой тест. Делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание на 1 минуту. Если вы меньше 1 минуты продержались, значит, у вас дефицит железа. Если вы держитесь дыхание более 1 минуты, значит, у вас все хорошо. Если меньше, то нужно обследоваться. Спасибо за такой подробный ответ. А подскажите, есть ли какие-то противопоказания абсолютные для занятий спортом? Для занятий спортом спорт бывает разный. В принципе, таких
противопоказаний занятиям физической активностью нету. Движение – это жизнь. Нужно в любом виде найти какой-то вид своей деятельности. Не обязательно спорт. Это может быть лечебная физкультура, это может быть просто ходьба, это может быть даже если человек, например, не может двигаться, да, лежачий, то ему тоже показана лечебная физкультура. Поэтому физическая активность в любом случае, она не противопоказана. Когда человек проходит обследование, сдает анализы, проходит кардиограмму, у него все хорошо. Но на что нужно ему обращать внимание, когда он начинает заниматься спортом? Когда начинает заниматься спортом, если все у нас прекрасно, все, что разрешили ему все сделать, да, когда он идет в спортивный зал, например, возьмем у взрослых, нужно обращать самочувствие, на как он переносит физическую нагрузку. И сразу начинать более интенсивных не рекомендуется. Начинать нужно с малого и постепенно наращивать свой темп. У каждого человека она индивидуальна. И особенно хотелось бы сказать про детей, которых родители записывают на какие-то спортивные секции. Перед тем, как записать ребенка, нужно оценить его телосложение. Потому что сейчас у нас многие дети в основном мало двигаются, да, тем более наше дистанционное обучение тоже сказалось на здоровье детей, поэтому нужно вначале оценивать, есть ли нарушение осанки, нарушение положения стопы. Если есть, то вначале нужно все-таки начинать с лечебной физкультуры, а потом уже переходить на спортивные виды, секции. То есть. А почему так важно обращать внимание на осанку? Осанка – это наша основа, это наша ось нашего тела. Если оно асимметричное, то есть оно разное, да, например, отличается правая половина, левая часть половины, это всегда искривление позвоночника. И искривление позвоночника делает при упражнениях, например, при беге, да, человек неправильно наступает на стопу, он дает неправильную нагрузку на ту часть тела, где у него нарушение. И это все может сказаться на здоровье позвоночника, дальше на внутренние органы. Вот по вашему личному опыту, насколько часто встречается патология осанки? Сейчас у детей практически у каждого ребенка есть. Нужно просто ребенка раздеть и посмотреть. По крайней мере, сейчас многие дети ко мне приходят, я сама замечаю как врач, но без нарушения детей, увы, нет. У всех есть какая-то степень нарушения. А с какого возраста начинаются эти нарушения? Нарушения начинаются уже с малого возраста. Были нарушения уже с 4-5 лет. Но самый большой скачок именно роста идет где-то с 8 до 12 лет. В этот период, да, действительно бывает очень резко выраженные нарушения. А ребенок как-то сам о них может говорить, жаловаться на что-то? Ребенок может пожаловаться. Первое – это боли в коленных суставах, например, да, когда он занимается чем-то, когда он бегает, у него могут быть боли в ногах. Вот это тоже один из признаков того, что есть нарушение осанки. Может быть, редко бывает боли в спине, это очень редко. В основном дети жалуются на боли в ногах. А что нужно сделать для того, чтобы укрепить осанку? Укрепить осанку, здесь нужно комплексно подходить, потому что укрепить осанку не просто так взять и заниматься спортом, да, дать ребенка на плавание. Нужно обязательно смотреть дефицитное состояние, потому что, чтобы корректировать осанку у ребенка, нужно, чтобы мышечный каркас был. А чтобы оно держало его кости, позвоночник, соответственно, нужно опять-таки сдать анализы. Самое важное – это общий анализ крови, который много расскажет, да, на железо, ферритин, трансферин у ребенка. Обязательно на белок посмотреть, да, достаточно ли ребенок употребляет белковые продукты, потому что белок – это строительный материал нашего организма. Дальше нужно смотреть обязательно витамин D. Очень часто у детей сейчас дефицит витамина D, деформация грудной клетки, которые родители пропускают, не видят этого. На витамин В12, фолиевый дефицит, на фолиевую кислоту. На эти нужно будет анализы сдать
и вместе комплексно только можно помочь ребенку. Ну вот, насколько я знаю, сейчас есть такая тенденция, что родители, ну и для себя, и для детей покупают самостоятельно корсеты, начинают их носить. Вот насколько это правильно без консультации врача? Ведь можно же навредить? Да, вы правы. Вот эти стельки, индивидуальные стельки, они, конечно, хороши. Корсеты тоже, но они строго по показаниям. И стельки — это как костыли. То есть ребенку дать как костыль, да, в помощь. Оно временно поможет, но оно не решит проблему. Поэтому только в первый период, когда только начинаем исправлять, там может быть использованы индивидуальные стельки, а дальше уже должен ребенок самостоятельно перенастраиваться на правильное движение. Давайте еще раз закрепим информацию. Значит, самостоятельно мы корсеты не покупаем. Обязательно консультируемся с врачом-терапевтом. Если это ребенок, то врач-педиатр. Проходим комплексное обследование. Какие изменения в анализах крови можно найти? Вы очень хорошо сказали, что нужно обязательно консультироваться. Тут еще можно добавить ортопеда у детей, чтобы посмотреть полностью картину. Так, на что обращать внимание? На, опять-таки, дефицит железа. Много я буду говорить про дефицит железа, потому что это главный у нас минерал, который отвечает за доставку кислорода. Если нет кислорода, соответственно, клетки у нас не дышат, и они не работают. Поэтому важно будет обязательно компенсировать дефицит железа. Очень просто у детей узнать, есть ли дефицит. Просто нужно задать правильный вопрос. Есть ли ребенок мясо? Если нет, 100% дефицит железа. То есть, посмотрев, как ребенок питается, можно сразу сказать, какие у него дефициты. Многое зависит от нашего питания. Питание — это очень важный компонент и для физического, и для психического здоровья. Но сейчас есть такие печальные тенденции, что люди ограничивают себя в употреблении мяса, рыбы. Это сказывается, сразу скажу, потому что мы живем в крайнем севере. У нас резко континентальный климат, у нас немножко другой обмен веществ, поэтому нам обязательно нужны белковые продукты. Хорошо, спасибо вам за такие развернутые ответы. Дорогие друзья, сейчас у нас короткая реклама. Через 2 минуты мы вернемся и продолжим с вами эфир. Напоминаю, что сегодняшняя тема — это спорт и здоровье. Не переключайтесь. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить, задавать вопросы. Номера телефонов 32 00 66, 32 11 66. Сегодняшняя наша тема — это спорт и здоровье. И в гостях у нас врач-терапевт высшей категории, врач по лечебной физкультуре Виктория Алексеевна Макарова. Виктория Алексеевна, давайте продолжим нашу беседу. У меня вопрос по поводу того, каким видом спорта можно заниматься с нарушением осанки. С нарушением осанки, помимо лечебной физкультуры, рекомендуется, конечно, плавание. Оно хорошо влияет на ребенка. Во-первых, он нагрузку снимает, на воде нагрузка менее на позвоночник, да, и рекомендуется, да, бассейн. Как осанка влияет на занятия спортом? Осанка, оно напрямую влияет, потому что это техника движения, да. Если мы хотим каких-то достижений в спорте, там должны быть точные движения, и при нарушении осанки будет всегда искривление и нагрузка на ту сторону, где у нас патология. Соответственно, спортсмен будет не выполнять точные движения, так по-простому сказать. Мы сегодня много говорим про гиподинамию, малоподвижный образ жизни. И, как известно, это фактор риска возникновения многих заболеваний, в том числе таких серьезных, как сердечно-сосудистые патологии, инфаркты, инсульты. Но также у нас есть одно очень распространенное заболевание в настоящее время — это ожирение. С чего начать при снижении веса?
Если у человека есть ожирение, ну, чтобы выявить ожирение, нужно рассчитать индекс массы тела. Это берется рост в сантиметрах, в метрах, и вес в килограммах. Рассчитывается вес, разделенный на квадрат роста. Угу. Если индекс массы тела от 25 до 29,9, это считается избыточная масса тела, то есть еще не ожирение. Если индекс массы тела выше 30, это ожирение. При ожирении нужно тоже подходить более комплексно. Начинать сразу со спортзала не рекомендуется. И чтобы корректировать питание, то тоже нужна обязательно помощь, потому что ожирение – это всегда инсулинорезистентность, то есть это высокий уровень инсулина, поэтому человек, если даже будет придерживаться питания, это до поры до времени. Пока мы не снизим инсулин, у него будут срывы. Поэтому если хотим без вреда для здоровья снижать вес, нужно начинать с анализов. Опять. Давайте нашим слушателям расскажем про то, что такое инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность. По-простому расскажу. Мы, люди, живем, питаемся, чтобы выжить, да, и дышим. Да? То же самое нужны нашим клеткам. Клетки должны дышать и питаться. К ним питание доставляет именно вот инсулин. Клетка питается глюкозой. Что бы вы ни съели, оно в итоге превращается в глюкозу и переходит в вашу клетку, чтобы там дать энергию. Вот. И чтобы инсулин смог доставить глюкозу и пропустить внутрь клетки, нужно, чтобы рецепторы работали. Если рецепторы не работают, клетка не раскрывается, не пропускает инсулин с глюкозой, соответственно, это называется инсулинорезистентность. То есть наша клетка не может питаться. И, соответственно, нарушается работа клеток. По-простому говоря, клетка, в клетку, когда глюкоза попадает, он должен сжигаться кислородом. Если не сжигается, оно уходит в жировую ткань. Вот вам и механизм того, что человек набирает вес, когда у него дефицит железа. Чтобы вот этот сжечь глюкозу, должно быть кислород. Если у нас анемия, соответственно, нет кислорода. Глюкоза не расщепляется и увеличивается жировая масса. Ну и опять же вопрос о том, может ли человек как-то самостоятельно узнать о том, что у него инсулинорезистентность? Ну, если есть избыточная масса тела, это 100% инсулинорезистентность, то даже самодиагностику можно и не проводить, да. Но есть метод. Это то же самое осмотр. Осматриваем себя. При инсулинорезистентности бывает пигментация, как загар на шее, задней поверхности шеи, да, так скажем. Бывает потемнение, под мышками потемнение. У женщин бывает под грудью темные пятна, пигментация. Угу. Также могут быть папилломы, то есть бородавки мелкие на шее, на груди, под мышками. Это всегда признаки инсулинорезистентности. А как с ней бороться? Что нужно делать? Это нужно восполнять свои дефициты. Самое первое — начинать, опять-таки, с доставки кислорода с помощью железа, то есть компенсировать уровень железа. В организм попадает достаточное количество кислорода, и он начинает сжигать наши жировые ткани. Самым мощным жиросжигателем являются не таблетки, а кислород. А его доставляет у нас железо. А у нас очень часто бывает такое в обществе, что люди начинают принимать различные препараты для того, чтобы похудеть, какие-то коктейли, да, смешивают, там что-то очень не то что странное, но, может быть, даже и опасное. Да, вот этими препаратами, увы, никак не убрать инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность, то есть вот эту саму причину, которая приводит к ожирению, нужно смотреть в комплексе тоже. Здесь важно корректировать не только железо, но еще нужно корректировать и уровень витамина D.
потому что витамин D — это наш главный витамин, его приравнивают даже к гормону. Он участвует именно в регуляции липидного обмена, углеводного обмена. Также он участвует в выработке наших стероидных гормонов. Если у женщины, например, за счет низкого уровня витамина D, железа, не вырабатывается достаточное количество эстрогенов, соответственно, откладывается жировая ткань в животе, да, которая у женщин чаще всего, потому что там как бы для компенсации низкая дозировка эстрогена вырабатывается. Поэтому если у женщины дефицит эстрогенов, у нее обязательно будут отложения в животе. То же самое у мужчин, можно сказать. Хотелось бы немножечко про витамин D поговорить, потому что это очень важный компонент нашего здоровья. И скажем для наших слушателей, что наш регион является таким достаточно дефицитарным по витамину D. Как можно выявить это? Анализы на витамин D. А как его восполнить? Вся Россия находится выше 35-й параллели, соответственно, мы все дефицитные находимся в условиях, поэтому витамин D естественным путем, конечно, должны получать через солнце, да, но и малые количества через продукты питания. Но, увы, у нас столько солнца нету, у нас лето только начинается 3 месяца основные, да, вот, поэтому дефицит витамина D у нас катастрофически выраженный. По крайней мере, вот сколько я работаю с пациентами, ни одного пациента я не видела, чтобы был хотя бы достаточный уровень. Не говорю, что хороший уровень, а хотя бы достаточный уровень. Увы, у всех очень сильно выраженный дефицит. Восполнять ее нужно в зависимости от уровня витамина D, который определяется в крови. Самое простое, что можно сдать, это витамин D общий, 25 OH, но к нему обязательно нужно сдать парад-гормон, потому что этот гормон, который активирует сам витамин D. Поэтому если эти два анализа сдадите, то можно подобрать дозировку у каждого индивидуально. Ну и от себя бы хотелось добавить, что дефицит витамина D, он также сказывается на психическом здоровье. У человека может наблюдаться апатия, нежелание что-либо делать, сниженное настроение, тревога, беспокойство. И ко мне, как психиатру, часто обращаются люди с жалобами на тревогу, на нарушение сна. И я всегда говорю о том, что нужно в первую очередь сдать анализы, посмотреть уровень гормонов, уровень витаминов, пройти клинический минимум, потому что наше здоровье начинается со здоровья наших клеток. Правильно, очень хорошо вы сказали. Кроме витамина D у нас очень большой дефицит еще фолиевой кислоты. Это витамин B9, который тоже отвечает за работу нервной системы, за работу головного мозга. Если низкий уровень фолиевой кислоты, витамина B9 и витамина D, это всегда приводит к эмоциональным нарушениям, да, вот тревожные состояния, какие-то вот панические атаки, это очень часто. И сейчас в последнее время у детей проявляется дефицит витамина D очень, показательно. Если ребенок, как будто ребенок ленивый, ничего не хочет делать, если он предпочитает больше сидеть дома, надо сдать витамин D. Потому что как только вы начнете компенсировать витамин D, у ребенка появится любовь к жизни, да? Но появятся более выраженные эмоциональные проявления, то есть у него появится вкус к жизни. Потому что если ленивый ребенок, это всегда дефицит витамина D. А ко мне часто обращаются с такой жалобой, что вот ребенок не хочет учиться, ничего не хочет делать, замыкается, больше проводит времени дома, и родители могут вести себя тоже не совсем правильно по отношению к ребенку, начинают его ругать, он еще больше замыкается. А причина здесь вполне себе физиологическая. Да, такое есть. Какие можно дать рекомендации тем людям, которые хотят похудеть? Первое,
как я уже говорила, опять еще раз повторюсь, сдайте анализы. Особенно анализы на железо, на витамин D, потому что если будет низкий уровень железа, ни о каком жиросжигании речи не может быть. Потому что только железо, только кислород может сжигать жировые клетки, да, по-простому говоря. Поэтому нужно вначале сдать общий анализ крови, сдать ферритин, это запас, белок, который хранит в себе железо, трансферин, это транспорт железа, и обязательно витамин D с парагормоном. А какие виды спорта могут быть показаны в таком случае? В зависимости от степени ожирения. Если первая, вторая степень ожирения, то, в принципе, любые виды спорта, которые не связаны с прыжками, да, они им рекомендованы. А вот с третьей степени ожирения тут уже возможно только ходьба, плавание, где меньше нагрузки на суставы. Поэтому все зависит от степени. И еще хотела уточнить такой вопрос, но, наверное, я уже спрошу его после нашей рекламы, о том, с чего начать, когда ты, наоборот, хочешь набрать массу тела. Ну а вам, дорогие друзья, сообщаю, что сейчас у нас короткая реклама. Увидимся через 2 минуты. Виктория Алексеевна, расскажите, пожалуйста, что делать тем людям, у которых дефицит массы тела? Это тоже довольно-таки распространенная проблема, когда человек не может набрать массу. Да, есть такая тоже проблема, а то все привыкли только по поводу ожирения, да. Да, действительно есть проблема, и достаточно тоже часто встречается, как недобор веса, да, то есть низкая масса тела. При этом нужно будет обязательно посмотреть образ жизни человека, как он питается, как он спит, да, это очень важно. Опять-таки дефициты какие есть, какая у него двигательная активность. Здесь нужно будет очень внимательно обратить внимание на пищеварительную систему. Все ли усваивается, да? Банально, как терапевт расскажу, как оценивать работу пищеварительной системы. Это нужно смотреть за своим калом. Ну, то есть как вы в туалет по-большому ходите, да? Потому что многие стесняются, даже брезгаются этим. Но это важно. Я всех пациентов своих спрашиваю, как у вас стул. Все говорят, нормально. Начиная спрашивать, не у всех нормально, да? Что такое норма? Это вы должны опорожнять свой кишечник каждый день. Должны смотреть, какой формы, есть ли примесь слизи, крови, какого цвета, какой формы, есть ли резкий запах. Это все очень важно, потому что все, что мы употребляем, все, что поступает в наш организм, и переваривается у нас в тонком кишечнике. И то, что не переварилось, выходит в виде каловых масс. Поэтому второе это должно быть ежедневно в виде колбаски, полноценной, не кусочками, и коричневого до темно-коричневого цвета, и не должно оставлять следы в унитазе. Если оставляет следы, это всегда проблема с желчеоттоком, с поджелудочной железой. То есть тут нужно разбирать, в чем проблема, да? Почему форма обращать внимание? Если овечий кал, говорят сейчас, или мелкими кусочками, это опять-таки проблема пищеварения. Или недостаточно воды, или идет опять-таки застой желчи в печени, да? Или, может быть, какие-то проблемы с желчным пузырем. Вот. Поэтому, оценивая, как вы ходите в туалет, можно многое увидеть. Поэтому всем рекомендую наблюдать за собой, как вы ходите в туалет для оценки работы пищеварительной системы. Смотрите, мы здесь много говорим про ожирение, да? Я как терапевт рассказала, на какие анализы сдать, да, с чего начинать, потому что при ожирении просто заниматься спортом иногда бывает вредно. Если низкий уровень железа, если вы начинаете заниматься, особенно кардиотренировкой, то есть чтобы похудеть, бегать, да, это всегда нагрузка на сердечную мышцу. То есть можно сделать вред для здоровья. А вот как психотерапевт, как помочь людям, чтобы
они могли придерживаться вот рекомендованное лечение, физической нагрузки, потому что это тоже сложно. Но прежде всего нужна большая профилактическая работа. Мы очень много говорим людям о том, что нужно правильно питаться. Прежде всего для психического здоровья важно употреблять в пищу омега-3 жирные кислоты, те продукты, в которых содержится триптофан. Это та аминокислота, из которой вырабатывается серотонин. Серотонин — это у нас нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение, за контроль отрицательных эмоций. Если серотонина мало, значит, у человека будет сниженное настроение, это может привести к депрессии. Также мы рассказываем о том, что во время занятий спортом у нас вырабатываются естественные эндорфины, гормоны счастья. И именно поэтому после тренировки, даже когда ты чувствуешь себя уставшим, все равно, как правило, есть такой вот прилив сил, прилив энергии. Очень важно соблюдать гигиену сна. Сон, нарушение сна — это тоже очень распространенная проблема, Да. и люди часто не обращаются за помощью. Они начинают самостоятельно принимать различные препараты, которые могут даже вызывать привыкание, и в последующем у них уже нарушается выработка гормона сна. Поэтому мы всегда говорим о том, что нужно соблюдать гигиену сна. Взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов в сутки, засыпать и просыпаться желательно в одно и то же время для того, чтобы не смещать биологические ритмы организма. Спальное место обязательно должно быть удобным, как бы это банально ни звучало, но от этого много зависит. Важно делать дыхательные упражнения перед сном, дыхательные практики. Они тоже помогают расслабиться, помогают активировать парасимпатическую нервную систему, это система отбоя, а она, в свою очередь, готовит организм ко сну. И вот пока рассказывала про сон, у меня возник такой вопрос по поводу спального места. Насколько важно правильно подобрать матрас, на чем лучше спать, какая должна быть подушка, вот это что касается осанки. Очень важно подобрать правильную подушку. И желательно матрас должен быть более жестким. Сильно мягкие тоже это вредно. Тем более, если есть ожирение, оно будет во вред для осанки. Как правильно подобрать подушку? Это измеряется расстояние от мочки уха до плеча. Вот эта высота получается подушки. Потому что когда вы лежите на боку, у вас голова должна быть продолжением спины, то есть она не должна наклоняться. Если наклон идет, соответственно, идет зажимы шейной области, и все это будет влиять на качество сна, на саму осанку тоже. Поэтому важно подобрать правильную подушку, жесткость матраса, да. И вы правильно сказали, что нужно соблюдать обязательно сон 7-9 часов. Почему это важно при снижении веса? Потому что ночью, где-то с 12 до часа ночи, вот такой маленький промежуток у нас вырабатывается гормон роста. Это гормон роста, который тоже отвечает за жиросжигание. Да? Поэтому он начинает вырабатываться через час после сна. То есть надо засыпать уже 23:00, чтобы успеть поймать вот этот гормон роста. Поэтому если мы поймаем этот гормон роста, то естественным путем пойдет снижение веса. Поэтому очень важно придерживаться режима сна. Как говорится, заснуть сегодня, проснуться завтра. Что касается режима сна, с нашей точки зрения, со стороны психиатрии, самый сладкий сон, как мы его называем, он с 10 часов вечера до 2 часов ночи. В этот момент вырабатывается наш серотонин. Поэтому еще раньше и для гормона роста, и для серотонина, и в целом для всего организма. И также мне бы хотелось обратить внимание на то, что необходимо ограничивать гаджеты перед сном. Тот свет, который они излучают, действует на нашу нервную систему возбуждающе, и у человека могут возникнуть нарушения сна вплоть до бессонницы. К вам, как к врачу-терапевту с бессонницей, часто обращаются пациенты? Да, достаточно часто, особенно возрастные, потому что идет
Ну да, нарушение сна. Поэтому мы тоже здесь подходим не сразу таблетками лечим, а более комплексно начинаем восполнять. Если нарушение сна, это всегда проблемы с надпочечником, то есть переутомление надпочечников. Поэтому начинаем работать комплексно. И чаще всего это люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому вначале нужно основные корректировать, а потом сам по себе налаживается сон. Вот такие вот очень важные моменты по поводу сна, да? Да, сон — это очень важно. И от качества сна зависит уровень нашего здоровья. И со стороны психиатрии, опять же, я хочу сказать, что нарушение сна, бессонница, ночные кошмары — это не всегда психиатрическая патология. Очень часто это как раз-таки вот патология эндокринной системы, патология сердечно-сосудистой системы. И опять же, нужно подходить к лечению комплексно. Как сейчас говорится, холистическим методом подходить. Но еще вот такой нюанс есть. Если мы восполняем дефициты, это всегда занимает время. Если человек годами накопил свои дефициты, увы, никак его не корректировать за 1 месяц. В среднем уходит от 3 месяцев и больше, да, поэтому восполнить дефицитные состояния за неделю, за 10 дней, за месяц, увы, нет возможности такого. Поэтому, если вы решились начать здоровый образ жизни, начали компенсировать свои витамины, то есть свои дефициты, то нужно набраться терпения. Восстановление организма начнется только после 3-го месяца, так скажем. Поэтому, если, например, сейчас модно стало какие-то системы, то есть капельницы витаминизированные, да, какие-то вот детоксы, увы, это не работает. Поэтому нужно более грамотно подходить к компенсации. Витаминов много, дозировок много, но нужно подобрать индивидуально каждому человеку с расчета веса, роста, каких-то хронических заболеваний. Поэтому не рекомендую самостоятельно вот подбирать витаминотерапию, несмотря на то, что это витамины. И увлекаться какими-то вот быстродействующими вот этими методами лечения тоже не рекомендую, потому что ваш организм годами приходил к этому, поэтому и невозможно его за пару дней вылечить. Виктория Алексеевна, спасибо вам за такую полезную, очень важную информацию, которую вы сегодня поделились с нами. Я надеюсь, что нашим слушателям это было очень полезно. Они сделали для себя какие-то заметки и будут чаще обращаться именно за помощью к специалистам, к врачам, а не заниматься самолечением. Спасибо, что пригласили. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Спасибо вам за ваш интерес и до скорых встреч. Увидимся в эфире.